возможность раскрыть его как желудок, потому что... Карьера префекта второй префектуры Иске-Татар-Бестесе Старо-Татарской Слободы тоже будет громкой. Выпускник историко-филологического факультета Казанского университета, вице-мэр Наиль Хуснуддинов до должности префекта 2 года руководил государственной телерадиокомпанией «Татарстан». Однако в феврале 1998 года разразился скандал. Из вечерней трансляции выступления президента Шаймиева на первом в этом году заседании Госсовета окажутся вырезаны несколько особенно критических моментов в адрес местных чиновников. Причем цензуру в отношении самого себя обнаружил лично Минтимер Шаймиев. В состоявшемся тут же телефонном разговоре Шаймиева и Хуснуддинова председатель ГТРК «Татарстан» взял всю вину на себя. В итоге был подписан указ о его снятии с должности. У Наиля Хуснуддинова к тому моменту было написано заявление об уходе по собственному. Говорят, выступление Шаймиева он купировал по просьбе Халяфа Низамова, тогдашнего главы администрации президента. Вот сам Низамов сидит рядом с тогдашним премьером Мухаммедшиным. Скандал удался. Экс-председатель отмолчался. А кадровые перестановки прошлой недели, наделавшие много шуму, сегодня, похоже, счастливо завершились. Мой уважаемый коллега Ильшат Аминов сегодня был представлен коллективу государственного канала «Татарстан». Много говорить не стали. Ильшата Аминова знают. Он работал здесь, затем стоял у истоков телекомпании «Эфир». В общем, профессионал. Это решение рождалось прежде всего для него мучительно. Я свидетель. У меня ощущение, что я вернулся домой. В конце концов, совершив большой жизненный круг, поработав в разных местах, поучившись. Почему-то у меня есть ощущение, что есть у меня здесь единомышленники. Скандальная отставка Наиля Хуснуддинова станет лишь первым звеном в цепи изменений, которые в 1998-м потрясут местное телевизионное пространство. Освободившееся кресло председателя Госканала недолго останется пустым. По личной просьбе президента Шаймиева это кресло займет руководитель службы новостей «Эфира» Ильшат Аминов. Подписывается достаточно жесткий договор, где существуют очень конкретные блоки региональные для региональных ГТРК. То есть предстоит очень тяжелый разговор по поводу вещания. Первое серьезное испытание для нового председателя грядет летом того же 98-го. Согласно объявленной реформе, в стране создается Всероссийская государственная телерадиовещательная компания ВГТРК, которая объединяет под собой все свои региональные представительства. Главой нового холдинга назначен будущий министр культуры России Михаил Швыдкой. Фактически речь идет о потере контроля руководства республики над Госканалом «Татарстан». Тот объем вещания, который существует сейчас на телеканале «Татарстан», еще сохранится некоторое время. В дальнейшем же речь идет о создании совместного телеканала. Заключительные переговоры начались вчера в 5 часов вечера в президентском дворце. Российская сторона хотела, чтобы, согласно указу Ельцина, в Татарстане осталось всего 3,5 часа национального вещания. Наша страна отстаивала свои права. Процесс согласования был очень сложным, и только через 6 часов, практически в полночь, был подписан протокол. Суть его короткая. Значит, во-первых, ГТРК «Татарстан» в данное время сохраняет весь свой объем вещания на тех каналах, которые сегодня существуют. В дальнейшем будет происходить дальнейшее развитие технических средств вещания, будут появляться новые каналы, на которых мы также получим достаточно большой объем времени. С этого момента начинается отсчет времени до создания Республикой Татарстан собственного спутникового телеканала ТНВ, который в августе 2002 начнет полноценное вещание. С этого дня обязанности директора службы новостей телеканала «Эфир» исполняет Сергей Шершнев. Я думаю, что мы просто будем стабильно работать и по-прежнему радовать наших зрителей своими программами. Вот это вот моя самая первая задача на этом месте. Преемник Ильшата Аминова вот уже полгода работал его заместителем. Ситуацию на «Эфире» знает с 1992 года, когда впервые студентом 2-го курса факультета журналистики пришел на зарождающееся коммерческое телевидение. Работал корреспондентом программы «Город». Он автор ряда музыкальных телепроектов «Пятизвездочный отель», «Рокопоп». После получения диплома КГУ вновь вернулся в службу новостей. 1,5 месяца обучался в Англии на BBC. Вот уже год с нами в эфире 6-й канал. Появившись в феврале 95-го, телеканал медленно, но упорно завоевывает симпатии казанского зрителя. К настоящему времени здесь уже существует ряд программ, имеющих свою постоянную зрительскую аудиторию. Среди них мультсериал «Трансформеры», мыльная опера «Инесс Дуарте. Личный секретарь», хит-парад «Биг 40».
Сегодня на нашем канале. Уже второй день казанцы слышат и видят на своих экранах заставки новой телекомпании с названием «Вариант». Она начала работать на 7-м канале метрового диапазона. Если вы имеете возможность смотреть канал 6 и НТВ, подстройте телевизор и увидите программы этой телекомпании. Между тем у казанского зрителя появляется все более широкий выбор. В городе начинают вещание еще 2 телеканала. Вскоре канал 6 станет сетевым партнером первого развлекательного сети СТС, а канал «Вариант» – сети РЕН. На этом канале телезритель сможет увидеть много известных лиц. Это программа Леонида Филатова «Чтобы помнили», «До и после полуночи» Владимира Молчанова, «Парижские тайны» Ильдара Рязанова и, конечно же, программа «Белый попугай». Генеральный директор телекомпании «Вариант» Владимир Матвеев уверен в том, что новый телеканал найдет своего зрителя. Но у него будут некоторые черты, которые будут чуть-чуть его отличать от других. То есть, какие... так скажем, чуть-чуть более добротные сериалы, чуть-чуть более спокойные фильмы, чуть-чуть более выбранная музыка. Сенсационная новость пришла из Москвы, где в эти дни проходила конференция Национальной ассоциации телевещателей. Руководители практически всех региональных негосударственных телекомпаний России собрались вместе для обсуждения проблем коммерческого телевидения во времена кризиса. Проблемы проблемами, а нам хотелось бы рассказать о самом главном, о главном для нас. В рамках конференции прошел конкурс на лучшую телекомпанию 1998 года. И по последней информации, полученной от нашего генерального директора Андрея Григорьева из Москвы, звание лучшей телекомпании получил «Эфир». Таковым было единодушное мнение жюри ассоциации. На этом фоне телеканал «Эфир» продолжает бурно развиваться. 1998 год – это год начала круглосуточного вещания. Это год строительства нового съемочного павильона и собственной телебашни. Это год обновления техники. Очень скоро программу «Город», равно как и все программы телекомпании «Эфир», будут принимать еще несколько районов республики. Это произойдет с помощью новой 90-метровой телевышки. К концу лета она будет установлена в районе Верхнего Услона. В первую очередь улучшится качество телевизионного вещания в самом городе Казани. Кроме этого, наши телезрители смогут смотреть программу телекомпании «Эфир» в Верхнеуслонском районе, Зеленодольском, Арском, Пестричинском и Лаишевском. То есть в тех районах, где раньше прием телеканала «Эфир» был практически невозможен. Когда телебашня будет полностью смонтирована и водружена шпилем вверх, об ее подножье разобьется бутылка шампанского, что по морскому обычаю означает большому телевизионному кораблю большая мачта и большого плавания. Вскоре программа «Город» отмечает 7-летие своего существования. Когда кому-нибудь напоминаешь об этом, верится с трудом, будто бы было вчера. Но, с другой стороны, того, что случилось даже за год, не упомнишь. И все же мы попытались. За минувший год программа «Город» очень сильно изменилась. Изменилась внешне и, как полагается в этих случаях, изменилась внутренне. Колоссальные изменения происходят и в программе «Город», флагмане местных новостей. В истории передачи начинается период, который принято называть вторым составом. После ухода Ильшата Аминова и Яны Валиди на экране появляются новые лица. Михаил Любимов, Елена Жаркова, Марина Перфилева, Ринат Ахмедзянов и Зуфар Давлетшин. Меняется и облик программы. Появляются новые заставки, обновляется студия и приемы подачи информации. В обиход входит новый термин – продюсер программы «Город». Так называют самого главного в новостях. Человека, который несет ответственность за весь выпуск в целом. Впрочем, для массового зрителя продюсер программы «Город» – это тот, кто читает в конце выпуска сводку народных новостей. Оля? Да, Миша, мы только что связались с предприятием «Коммунспецтранс». Стало известно, что собрание закончено. Руководство честно призналось рабочим, что денег пока нет.